Чеченстандын улуттук гвардиячылары Украинанын аскер бөлүктөрүнүн биринин аймагына Орусиянын желегин жана Кадыров полкунун желегин орнотушту. Бул видео Рамзан Кадыровдун Instagram баракчасында пайда болду. Россиянын бир дагы атайын отряды, бир дагы аскер кызматкери Украинага согушканы барбайт. Тескерисинче, ал жакка 8 жылдан бери карапайым калкка каршы болуп келе жаткан мыйзамсыздыкты токтотуу үчүн барышат. Биз украиналыктардын өздөрүнө эң жакшы сезимдер менен мамиле кылабыз жана албетте украиналык аскер кызматкерлери менен түшүндүрө турган эч нерсебиз жок. Бардык суроолор бир гана бандералык улутчулдарга жана Чечен Республикасынын тургундарын өлтүргөндөн кийин бул жерден качып ошол жакка жашынган террористтерге тиешелүү. Биз алар менен күрөшкүбүз келет. Дагы бир жолу кайталайм, биз Украина элин терең урматтайбыз. Биз бул өлкөнү сүйөбүз. Анын үстүнө аларды сырттан эч ким биздей коргобойт. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын калкынын коопсуздугун бардык бөлүмдөргө мүмкүн болушунча камсыз кылуу милдетин койду. Бандера аскерлери турак жайлардын жанына артиллериялык куралды жайгаштырып, алардан ок чыгарып жатканына карабастан орус армиясы карапайым калк арасында жоготууларды болтурбоо үчүн аныкталган пункттарда жооп кайтарбайт. Украиндар өздөрү чыгып улутчул бандера террористтерге чекит коюшса туура болмок. Акыр аягы дал ушундай болот. Украина өз келечегин өзү тандайт. Кандай болгон күндө да созулган баш аламандыкка чекит коюу керек. Жашап, жаратып, өнүккөн жакшы. Украина жакшы келечекке татыктуу жана тынчтыктын тезирээк илгерилеши украиндерге көз каранды деп жазылат Рамзан Кадыровдун Инстаграмдагы баракчасында. Салам алейкум, всех приветствуем. Желаем удачи, мира, стабильности во всем мире. Почему я вышел на прямой эфир? Очень много слухов по-разному, как хотят, так и преподносятся. Некоторые специально распространяют слухи. Определенные институты работают для того, чтобы натворить, как сказать, правильно это подвести, чтобы случилось то, что случилось у нас в 90-е годы и в 99-е годы, делать все для того, чтобы натравить друг против друга российские и украинские народы. В частности, использует больше чеченцев. Некоторые говорят, что чеченцы сдаются, показывают ролики, что задержаны наши спецагенты, которые давали нам координаты. Некоторые говорят, что убиты много убиты наших бойцов. Я вам официально заявляю, на сегодняшний день, сию минуту, у нас нету ни одного потери, ни одного раненого человека, нету ни одного царапины, нету даже, ни один человек даже не заболел, насморком даже. Есть хорошие показатели, результаты. Наши бойцы из Национальной гвардии забрали оперативную бригаду Нацгвардии Украины. Там очень много бронетехники, боеприпасы, оружия. И то вчера действительно в 3 раза было боестолкновение, но хвала Всевышнему, без потерь мы забрали этот объект бригады. И я хочу сказать украинскому народу, клоун Зеленский, обманывает вас. Он говорит чушь и ерунду, Он говорит, что они убивают, они взрывают, они берут плен, российские военнослужащие, сдаются в плен.
Это неправда. Военнослужащие, да, и все сотрудники, которые находятся вокруг Украины, да, или в Украине, да, у них первая задача обеспечить безопасность населения. Не разрушать города. Мы видим, как бандеровцы и те шайтаны, которые у нас убивали, и мы их выгнали отсюда, да, потом последующим их, да, приютила Европа, другие государства, да, накормили и их отправили, да, на Украину. Да. Вот эти люди ставят бронетехнику, да, именно в центре, да, в центре города, в селах, населенных пунктах, да, и оттуда ведут, да, боевые действия. Хотя да, надо было, есть все возможности полностью дать отпор, да, делать то, что нужно. Все-таки военнослужащие Луганска, Донбасса, да, и российские военнослужащие, да, не открывают огонь против этих шайтанов, хотя нужно было, да. Я обратил связь, да, оскорбляющую, да, чеченцев, россиян, да, наоборот, выходите и скажите своему, да, президенту пока, чтобы он нашел выход из ситуации. Война убивает, война разрушает. Никогда, да, война не заканчивается без переговоров. Да. Поэтому сегодня бандеровцы, западные европейские государства, да, из вас делали, да, как тогда нас, да, тогда нас использовали, чтобы развалить Россию. Вот так сегодня вас, да, тоже, да, использовали, да, для того, чтобы защитить свои интересы против суверенного государства России. Да. У них нету никакие цели, кроме как поставить туда Украину, да, военную базу и диктовать условия нам всем. Да. Сегодня они хорошо поют, а завтра совсем по-другому запоют, как и в других государствах. Да. Уважаемый украинский народ, да, выходите, скажите, да, тем шайтанам, которые сегодня не понимают, чтобы они поняли, да, и сложили оружие, или выехали из Украины, да. Абсолютно сегодня забрать Киев или Харьков или другие города абсолютно нет проблем. Просто, да, есть задача, которая должна выполнить без потерь. Вот каждая жизнь человека дороже, да, и поэтому вот так аккуратно проводят специальные мероприятия, ведут против именно этих шайтанов боевых действий, да, против пограничников, военнослужащих, других структур. Как мы видим, да, абсолютно никаких, да, претензий нет. Да. Бригаду оставили, да, ушли, да, отпустили, да, национальную, да, гвардию, да, Украины. Да. Это бригада оперативная. Да. Когда я увидел оружие, которое там есть, я удивился. Да. И столько оружия пораздавали, да, украинскому народу. И тем, кто заехал туда для того, чтобы разграбить ваше имущество, но это прям шокирует. Но поэтому мы не хотим, и у нас нет желания, да, воевать против Украины и против украинского народа. Мы против тех, кто убивали нас, и кто хотят убивать нас. Да. У нас есть позиции, да, однозначно. Это безопасность нашего государства, народа. Да. И мы не хотим, чтобы через Украину напали на Россию. Да. Поэтому
президент принял правильное решение, Дон. Мы его приказы выполним при любых обстоятельствах, Дон. Поэтому не думайте, что чеченцы или русские или другие народы вас не любят. Мы все любим вас. Мы все не хотим войны, Дон. Но те, кто выступает там, против войны, против политики, руководства государства, нескольких продажных людей, это их позиция. А остальные, Дон, 99% населения поддерживает, Дон, потому что знают, что это безопасность нашего государства, поддерживает решение президента. Просто, Дон, жалко, Дон, нам всем, именно чеченцам больше жалко вас, ваш народ, потому что будут страдать дети, женщины, старики, Дон. Если сегодня вы сами не выйдете, Дон, и не выгоните, Дон, этих, Дон, бандерицев, Дон, этих шайтанов разных, Дон, национальностей, которые собрались от чеченцев, если вы сами не очистите свои города, то вам же будет хуже. Я вас прошу с пониманием относиться к тем, Дон, решениям, которые сегодня принимает наш президент и наши вооруженные силы. И мы хотим мир во всем мире. И еще раз обращаюсь к тем шайтанам, которые говорят, что ждут нас, или говорили, приезжайте, мы вас встретим. Определите вашу точку, Дон. Мы туда приедем и разберемся с вами лично, Дон. У нас с вами лично религиозные, Дон, счеты, Дон. Вы, Дон, отступники, вы шайтаны, Дон. И мы вас, где бы вы ни были, будем уничтожать, Дон. Поэтому, как вы называете себя, Дон, батальон Шейх Мансура, Дудаева, вы не имеете права называть имя Шейх Мансура, Дон. Мы потомки Шейх Мансура, и мы вас уничтожим, где бы вы ни находились, Дон. Поэтому подскажите, где вы, Дон, находитесь, там мы появимся, и там мы вас уничтожим. Вы сбежали с Чеченской республики, и сейчас оттуда кричите, что вы воины, Дон. Подумайте сами, украинский народ. Они от нас сбежали, Дон, убивав наших детей, стариков, Дон. У них не было смелости воевать против нас, и сегодня они вам говорят, что вам они будут помогать и будут обеспечить безопасность. Они сбежали от нас, но и издалека кричат нам и с патриотическими лозунгами, Дон. Я вас заверяю, они самые подлые, продажные твари, Дон. Они шайтаны, мы их всегда называли шайтанами. Мы их уничтожали и будем уничтожать. Поэтому не давайте вас обманывать тем продажным людям, западноевропейским, Дон, политикам, которые защищают свои личные интересы, Дон. Клянусь, Дон, президент России Владимир Владимирович Путин больше всех переживает за Украину и за украинский народ. Это я лично слышал и знаю, и убежден 100%. Настолько он беспокоится за украинский народ. Да здравствует мир во всем мире. Ахмад, сила, Аллаху Акбар.